Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, рад приветствовать всех участников 8-го Абхазо-Российского делового форума в Абхазии. В этом зале сегодня присутствуют представители власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества и научной среды Абхазии и России. Состав участников форума не менее представительный, чем в предыдущие годы. И это, безусловно, является свидетельством его значимости. Уважаемые гости, мы очень благодарны и искренне ценим ваш интерес к Абхазии. Мне приятно это подчеркнуть, и я считаю, что это очень важно. Наша страна открыта для конструктивного диалога, направленного на партнерские отношения. Мы готовы к совместной работе и реализации взаимовыгодных проектов, выработке мер и сотрудничеству в преодолении ограничений и препятствий для более глубокой интеграции экономических отношений Абхазии и России. Только вместе, объединяя усилия, мы сможем обеспечить устойчивый рост сложившихся торгово-экономических отношений, обеспечить увеличение взаимной инвестиционной активности, освоить новые перспективные направления взаимодействия и справиться с вызовами современного мира. Площадки форума, как и прежде, дают хорошую возможность для общения между политическими и экономическими элитами Абхазии и Российской Федерации. И самое главное – это площадки для общения хозяйствующих структур. За прошедшие годы, с момента проведения первого делового форума в 2009 году, проделана огромная работа по укреплению без преувеличения братских отношений между нашими странами. Создана широкая договорная база, наряду с базовым договором о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписано 130 межгосударственных соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия и сотрудничества. Мы стремимся экспортировать нашу продукцию на российский рынок. Именно поэтому под эту цель сегодня активно строятся тепличные комплексы, перерабатывающие предприятия, а также обоюдными усилиями создаются все условия для удобства экспортеров Абхазии по продвижению абхазских товаров. Отрадно отметить, что расширяется и торговая линейка товаров, поставляемых из нашей страны. Мы постепенно и последовательно увеличиваем добавленную стоимость экспортируемых товаров. Представители агропромышленного комплекса Абхазии удостаиваются высоких наград на международных выставках и площадках. В сфере туризма наша страна уже несколько лет подряд входит в число наиболее популярных направлений для отдыха среди россиян. В Абхазии активно развиваются пляжные и культурно-познавательные виды туризма, а древнейшие памятники истории раннего христианства служат прочной основой для развития религиозного туризма. Безусловными лидерами рынка практически во всех секторах экономики Абхазии являются компании с участием российских инвестиций. Здесь уже много лет ведут успешную деятельность крупнейшие российские компании, такие как Мегафон, Роснефть и другие. В прошлом году на этой же площадке был подписан ряд инвестиционных соглашений, и некоторые из них уже реализованы в полном объеме, другие находятся на завершающей стадии. Как я уже говорил выше, мы открыты и заинтересованы в российских инвестициях. В этом направлении нами проводится последовательная работа по формированию благоприятной деловой среды и роста деловой активности путем создания необходимой нормативно-правовой базы и института поддержки инвестиционной деятельности, который является ключевым фактором роста экономики. Между Абхазией и Россией действует соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В 2014 году нами принят новый закон об инвестиционной деятельности, в рамках которого предусмотрены адресные льготы и меры стимулирования инвесторов. При Министерстве экономики Абхазии создано Государственное инвестиционное агентство, в задачу которого входят оказание поддержки и содействия иностранным инвесторам. Несмотря на достигнутые результаты, нам предстоит еще много работы в этом направлении. Учитывая общемировые экономические тренды,
конкуренция за инвестиции усиливается с каждым годом. И в мире будущего неэффективные и неконкурентоспособные страны или регионы будут вынуждены пополнить число аутсайдеров. Мы это хорошо понимаем. В этом вопросе мы придаем большое значение заимствованию российского передового опыта и лучших практик наиболее успешных регионов России. Именно по этой причине с этого года нами начато направление государственных служащих Абхазии на стажировку в наиболее прогрессивно развивающиеся регионы Российской Федерации. Здесь я хочу отдельно сказать огромное спасибо за то, что наши российские коллеги поддерживают нас в этом вопросе и с удовольствием делятся своим опытом и наработками. Неоценимым вкладом в развитие является финансовая помощь, оказываемая Российской Федерацией в целях содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Так, по обновленной инвестиционной программе на 2017-2019 годы в текущем году предусмотрена финансовая помощь в размере более 2,5 миллиардов рублей, а всего, включая 2019 год, эта сумма составит более 5,8 миллиардов рублей. За счет этих средств строятся и восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры. Но сотрудничество между нашими странами не может и не должно ограничиваться безвозмездными финансовыми вливаниями. Наша задача – выйти на самодостаточный уровень развития, позволяющий качественно улучшить жизнь наших граждан, и все предпосылки для этого у нас есть. В рамках сегодняшнего форума нам с вами предстоит обсудить ряд наиболее актуальных вопросов повестки абхазо-российских отношений. Это вопросы дальнейшего продвижения наших торгово-экономических связей, развития малого и среднего предпринимательства в контексте двусторонних отношений, сотрудничества в сфере туризма, а также более эффективного взаимодействия Республики Абхазия с регионами Российской Федерации и многое другое. Уважаемые друзья, мы живем с вами в очень непростое, но при этом интересное время. Мир стремительно меняется, и скорость изменений увеличивается с каждым днем. Появляется много новых идей и открытий, которые в мгновение охватывают всю планету, реализуются проекты, в существование которых невозможно было бы поверить еще несколько лет назад. И чтобы соответствовать этим вызовам времени, нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия наших государств, а также всех структур, призванных оказывать содействие предпринимательскому сообществу. Не случайно в работе наших форумов традиционно принимают участие представители торгово-промышленных палат и других объединений предпринимателей. Важно, чтобы наши форумы всегда носили конструктивный и результативный характер. Во все времена будущее определяли настойчивые, целеустремленные и эффективные люди, которых, я абсолютно уверен, сегодня много в этом зале. Те, кто готов, не озираясь на трудности и препятствия, преобразовывать свои смелые замыслы, интеллектуальные способности и предприимчивость в новые успешные дела и проекты. Я твердо убежден в том, что плодотворная и интересная работа в рамках сегодняшнего форума будет направлена на совместный поиск новых идей и договоренностей, которые лягут в основу укрепления и расширения союзнических абхазо-российских отношений. Благодарю за внимание. Всем нам успехов. Добрый путь. Для оглашения приветственного слова президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича участникам 8-го Абхазско-Российского делового форума приглашается чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Григорьев Семен Вячеславович. Участникам 8-го Российско-Абхазского делового форума. Уважаемые друзья, приветствую вас на 8-м Российско-Абхазском деловом форуме. За прошедшие годы форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для открытого конструктивного диалога представителей органов власти,
деловых и экспертных кругов двух стран по актуальным проблемам, связанным с развитием стратегического партнерства России и Абхазии. В повестке нынешней встречи вопросы наращивания нашего взаимодействия в таких важных взаимовыгодных сферах, как торговля, сельское хозяйство, туризм, поддержка значимых научных, образовательных, культурных контактов. Рассчитываю, что решения, выработанные в ходе форума, найдут применение на практике, будут способствовать эффективной реализации большого потенциала нашего сотрудничества. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего. Президент России Владимир Путин. Пользуясь случаем, хотел бы поприветствовать всех участников форума, поблагодарить его организаторов за проделанную работу и пожелать, чтобы результаты вашей работы были как минимум не хуже, чем итоги работы предыдущих 7 форумов. Спасибо. Слово предоставляется министру иностранных дел Республики Абхазия Дауру Владимировичу Кове. Уважаемый господин президент, уважаемые участники и гости 8-го Абхазо-Российского делового форума, дорогие друзья! Сегодня мы открываем 8-е по счету заседание Абхазо-Российского делового форума. Регулярные встречи официальных лиц, представителей бизнеса наших стран уже стали важной и полезной традицией. Это знаковая дискуссионная площадка, на которой обсуждаются основные направления абхазо-российского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. Здесь происходит столь важный для наших стран обмен опытом, достигаются конкретные договоренности, намечаются планы на будущее. Стратегический характер российско-абхазских межгосударственных отношений открывает перед нами широкие возможности для полноценного развития по всем ключевым направлениям. Взаимодействие на международной арене – одно из важнейших направлений сотрудничества между нашими странами. Внешняя политика – это сфера, где четко выверенные интересы Абхазии и России позволяют достигать поставленных целей. Абхазо-российские отношения опираются на солидный правовой фундамент, который начал формироваться сразу после признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия в 2008 году. Между нашими странами уже подписано более 100 соглашений, которые охватывают практически все направления двустороннего сотрудничества. Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, дал еще больше импульс к наращиванию межгосударственного взаимодействия, в том числе и во внешнеполитической сфере. Запущенный в 2015 году механизм внешнеполитической координации позволяет нам тщательно прорабатывать подготовку и реализацию наших инициатив. Большое значение имеет для нас выстраивание полноценного межрегионального взаимодействия. Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на межрегиональном уровне является одним из основных направлений двустороннего абхазо-российского взаимодействия. С более чем 30 субъектами Российской Федерации Республикой Абхазия подписаны соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях, а также межведомственные соглашения. В числе этих регионов Ульяновская область, Пензенская, Тамбовская, Смоленская, Воронежская, Курская, Саратовская, Свердловская, Нижегородские области, Республика Ингушетия, Республика Башкортостан, Чеченская республика, Республика Адыгея, Краснодарский край. Развивается сотрудничество городов и районов Республики Абхазия с городами, районами и муниципальными образованиями Российской Федерации. Только город Сухум подписал договоры о побратимстве, дружбе и сотрудничестве с городами Архангельск, Волгоград, Краснодар, Курск, Подольск, Улан-Удэ, Уфа, Тамбов, Черкесск и много других городов. Подписаны соглашения между рядом городов Российской Федерации и городами Гагра, Пицунда, Новый Афон, Ачамчира, Кварчал. Область взаимных интересов в межрегиональном взаимодействии охватывает наиболее значимые для Абхазии направления, такие как туризм и аграрный сектор. Активно развивается гуманитарное сотрудничество, реализуются совместные социальные проекты, молодежные программы. Абхазия стремится к расширению многопланового сотрудничества с Российской Федерацией во внешнеполитической сфере. Один из примеров нашего эффективного взаимодействия
Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье, на которых делегации России, Южной Осетии и Абхазии выступают в качестве союзников и партнеров. Скоординированные усилия наших внешнеполитических ведомств позволяют нам шаг за шагом двигаться к достижению наших целей и успешно отражать любые выпады наших оппонентов. Политизированные выводы и оценки в отношении Республики Абхазия делаются, к сожалению, не только официальными лицами Грузии. Не отстают от них и некоторые западные партнеры Тбилиси. Принимаемые отдельными международными институтами резолюции с упреками в адрес Абхазии не отражают реальную ситуацию в стране. Их цель – создать негативный имидж Абхазии. Это лишнее свидетельство того, что никакой готовности к признанию существующих реалий эти институты, организации не проявляют. Но без преодоления все еще сохраняющейся инерции в подходах международных организациях мы считаем невозможным вести с ними какой-либо предметный разговор. Вместе с тем, Республика Абхазия открыта для общения с теми странами и организациями, которые признают важность равноправного, доверительного общения, уважают наши устремления. Мы не закрываем страну для визитов представителей европейских стран или международных организаций. У нас работают 10 представительств международных организаций, такие как ПРООН, МККК, УВКБ, Врачи без границ и многие другие организации, с которыми мы регулярно взаимодействуем. Мы настроены на равноправный и взаимоуважительный диалог. Уверены, что только такой подход может способствовать взаимному доверию и развитию международных контактов. Но он должен быть обоюдным, а не односторонним. Мы прекрасно осознаем, какое противодействие планам и устремлениям Абхазии оказывают наши оппоненты в Тбилиси и его западные друзья. Мы практически ежедневно сталкиваемся с циничными попытками международной изоляции нашей страны, со всевозможными ограничениями и дискриминацией прав граждан Абхазии. Для этого используются абсолютно любые поводы, будь то выход газеты на абхазском языке, выступление абхазского танцевального коллектива или организация выставки. С подачи Грузии блокируются наши инициативы, направленные на расширение гуманитарного абхазского присутствия за рубежом. Но несмотря на все внешние препятствия, Абхазия будет развиваться, выстраивать отношения со своими друзьями в разных частях мира, популяризировать свои ценности и культурное богатство. Мы прилагаем усилия к распространению позитивной информации об Абхазии, повышению степени цитируемости нашей страны в зарубежных средствах массовой информации. Абхазия все больше привлекает внимание не только как популярный курорт, но и как страна с богатой историей, неповторимыми традициями, бесценным культурным наследием. Большое значение имеет для нас укрепление связей и с другими государствами, признавшими независимость Абхазии. Расширяются многосторонние связи с государствами, с которыми у Республики Абхазия установлены дипломатические отношения. Это Боливарианская республика Венесуэла, Республика Никарагуа, Республика Южная Осетия, Приднестровская Молдавская республика, Республика Вануату, Республика Науру, Тувалу. Сегодня активно устанавливаются новые контакты в различных регионах мира. Мы ищем точки соприкосновения с теми странами, которые могут представлять для нас определенный интерес. Важно донести объективную информацию об Абхазии до иностранного адресата. Республике Абхазия есть что предложить миру. Российско-Абхазский деловой форум – это прекрасная возможность показать всему миру огромный потенциал отношений между двумя союзными государствами – Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Не сомневаюсь, что этот потенциал, выраженный в конкретных договоренностях, будет только расширяться на благо народов наших дружественных стран. От всей души желаю участникам форума хорошей, насыщенной и успешной работы. Слово предоставляется главе российской делегации, заместителю министра экономического развития Российской Федерации Пристанскову Дмитрию Владимировичу. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, сегодня действительно мне выпала большая честь выступить на открытии 8-го Российско-Абхазского делового форума. Он уже зарекомендовал себя действительно прекрасной площадкой для обмена мнениями по ключевым темам двустороннего сотрудничества между нашими сторонами в торгово-экономической сферах и иных, представляющих взаимных интересов.
Форум проводится уже в 8-й раз. Он неизменно пользуется интересом среди представителей органов государственной власти, Российской Федерации, Абхазии, субъектов Российской Федерации, всего делового сообщества, экспертных и научных кругов. Отношения между нашими странами уже веками складывались на основе принципов дружбы, взаимного сотрудничества, равноправия. И сейчас нашей основной задачей является дальнейшее их укрепление, приумножение достигнутых результатов и передача нашего опыта грядущим будущим поколениям. Товарооборот между нашими странами по итогам января-августа 2017 года составил порядка 155 миллионов долларов. Увеличение импорта произошло на 11,3% в части абхазских товаров на российский рынок. Это говорит о росте интереса со стороны российского потребителя. Хочу остановиться на достигнутых и за прошедший год позитивных результатах российско-абхазского сотрудничества. В качестве примера отмечу профинансированные российскими компаниями инвестиционное агентство «Инвесткапитал» в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства проекта по строительству тепличного комплекса по выращиванию томатов, продукция которого ориентирована прежде всего на российский рынок, и сегодня мы посетим эту площадку. А также проекта по производству продовольственных полуфабрикатов. Торжественное открытие данных объектов также запланировано в ходе проведения форума. Я считаю, что нашей общей задачей все-таки должна быть постановка более амбициозных планов в целях поступательного развития наших двусторонних отношений в сфере торговли и ускорения темпов роста товарооборота. В частности, рассчитываем на открытие в следующем году на очередном деловом форуме новых объектов уже в реальном секторе экономики. Это сельское хозяйство, туризм, промышленное производство. Как известно, в ближайшее время планируется поставка в Абхазию коммунальной техники компании «Арзамаскоммаш», сельхозтехники, предприятия ассоциации «Росспецмаш». Также прорабатываются вопросы поставки в Абхазию автомобилей УАЗ, строительных материалов и другой российской продукции. Российская сторона придает большое значение деятельности межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Убежден, что планомерная работа по реализации уже достигнутых в рамках деятельности данной комиссии договоренностей позволит обеспечить поступательное развитие всего комплекса торгово-экономических связей. С каждым годом увеличивается количество совместных российско-абхазских предприятий и реализуемых инвестиционных проектов. Около 237 предприятий со стопроцентным капиталом участия Российской Федерации, около 240 совместных предприятий создано на сегодняшний день. Учитывая приоритетное значение деловой составляющей сегодняшнего мероприятия, хочу отметить, что в рамках его работы нам предстоит также обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, рассмотреть традиционные и выработать, самое главное, новые инструменты продвижения торгово-экономических связей. Действительно, мир очень быстро меняется, и порой в момент написания конкретных планов и, как мы говорим, дорожных карт, их уже надо пересматривать. Надеюсь, что столь значимый форум станет площадкой для эффективного диалога и обмена мнениями в данной сфере. Я искренне желаю организаторам, участникам и гостям форума интересных, плодотворных дискуссий, творческих успехов, благополучия. Спасибо большое, желаю удачи. Для оглашения приветственного слова премьер-министра Республики Южная Осетия Пухаева Ерика Георгиевича приглашается заместитель министра экономического развития Республики Южная Осетия Казаев Роин Раминович. Уважаемый премьер-министр Республики Абхазия, уважаемый Беслан Константинович, от всей души поздравляю вас с началом работы на ставшем уже традиционным мероприятии, которое объединяет усилия абхазских и зарубежных деловых кругов в поиске новых путей развития экономического сотрудничества. Абхазо-Российский экономический форум – это хорошая площадка, открывающая перед странами-участниками огромное поле для продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом и принятия стратегических решений в сфере экономического взаимодействия, интеграции в международную систему торгово-экономических связей. Южная Осетия со своей стороны остается надежным союзником и другом Абхазии. Мы никогда не оставались равнодушными к трудностям друг друга. И сегодня Южная Осетия готова подставить плечо в решении как экономических,
так и социальных проблем в интересах безопасности и стабильности в регионе. Уверен, что форум пройдет в конструктивном содержательном ключе и позволит выработать согласованные подходы к оценке современного социально-экономического состояния государств-участников и сформировать эффективные рекомендации для всех заинтересованных сторон. Желаю всем успешной работы, плодотворных идей и проектов. С уважением, Эрик Пухаев. Пользуясь моментом, я еще раз хочу поприветствовать всех вас. Хочу сказать, что благодаря моему старшему брату Геннадию Леонидовичу из Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия я пятый раз принимал участие в подобных форумах. И хочу сказать вам, как взгляд со стороны, в Абхазии все получается. Я желаю форуму хорошей работы, удачной работы, а абхазскому героическому, красивому, симпатичному народу процветания. Слово предоставляется заместителю министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Рухулаевой Ольге Владимировне. Уважаемый президент, уважаемые участники и гости форума, разрешите поприветствовать вас от себя и от имени Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Для роста деловой и экономической активности важен диалог между органами власти и бизнесом, и приятно отметить, что форум является именно такой площадкой, способствующей формированию делового климата в Абхазии, укреплению межгосударственного сотрудничества в области предпринимательства. И, о чем многие уже говорили, важным результатом ежегодных форумов является открытие новых предприятий и заключение двухсторонних соглашений. И такой результат не случайен. Между нашими странами действует ряд соглашений о содействии торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которые направлены на развитие и на достижение этих результатов. Существенную роль в экономическом развитии бизнеса Абхазии играет Торгово-промышленная палата Республики Абхазия, которая эффективно взаимодействует с Российской торгово-промышленной палатой и с ее региональными представительствами. С участием российских банков на сегодня поддержаны и профинансированы проекты на сумму около 1 миллиарда рублей. Это первые серьезные шаги в сфере сельского хозяйства, туризма и пищевой промышленности. Сегодня уже много говорилось о том, что перед Республикой Абхазия, как и перед всем миром, как и перед Российской Федерацией, стоят серьезные вызовы. Мир шагает вперед, неуклонно развивается. И, как было сказано в одном известном произведении Льюиса Кэрролла, чтобы просто стоять на месте, надо бежать очень быстро, а чтобы продвинуться вперед, надо бежать 2 раза быстрее. И я хочу пожелать, чтобы на площадке форума удалось достигнуть тех договоренностей, найти интересные направления сотрудничества, которые позволят вам и нам вместе продвинуться стремительно вперед. Удачи! Слово предоставляется торговому представителю Республики Абхазия в Российской Федерации Барцыц Олегу Сасовичу. Уважаемые участники и гости форума, позвольте прежде всего сердечно поприветствовать вас и выразить уверенность, что площадка 8-го Российско-Абхазского экономического форума подтвердит свою высокую репутацию. Пространство, на котором имеют возможность встретиться и установить необходимые коммуникации и представители органов власти 2 дружественных стран, и представители бизнес-сообщества, руководители отраслей, руководители регионов, представители средств массовой информации. И я думаю, что все эти встречи, дискуссии, они позволят нам найти ответы на самые злободневные и животрепещущие вопросы, которые стоят перед экономикой Абхазии и в целом перед нашей страной. За предыдущие годы создан серьезный потенциал, который выразился и в различных весьма серьезных документах, договоренностях, установились необходимые коммуникации между министерствами, ведомствами, хозяйствующими субъектами. Но вот вывод, который напрашивается из посылов в речи предыдущих спикеров, он следующий, я для себя так его определил. Мы остро нуждаемся в модернизации. Я вижу, как сформировался вот этот серьезный запрос на модернизацию, которая должна коснуться и основ экономической деятельности страны, и принципов, на которых осуществляют свою деятельность эшелоны, принимающие решения в Абхазии. Принципы достаточно просты. Это компетентность, ответственность, оперативность и нацеленность на конечный результат. Нацеленность на конечный результат напрямую зависит от
достаточно серьезного контроля за принятыми решениями, за неукоснительным их выполнением и, конечно, зависит от ответственности за неисполнение таковых решений. Я думаю, наши производители получат уникальную возможность представить свою продукцию на тех площадках, достаточно амбициозных, на которых ведет свою деятельность Евразийский деловой союз. В России это крупнейшее в Европе торговое пространство Food City. Там будет создан фронт-офис и первый торговый зал торгового дома Абхазия. Думаю, эффект от участия в подобных форматах он достаточно очевиден для всех нас. Что же касается качества нашей продукции, тут, наверное, нужно сделать такое отступление. Качество абхазской продукции зачастую отвечает самым высоким требованиям, и это подтверждается участием нашим в самых престижных и амбициозных выставках, форумах и так далее. Кроме того, сейчас достаточно активно ведется деятельность по поддержке отечественных экспортеров. Я думаю, что тут мы находимся в постоянном диалоге, обмене мнениями с Министерством экономики, с министром. Я думаю, что стоит всячески продолжать поощрять подобную деятельность, создавать методы протекторирования для наших экспортеров. По сути, мы занимаемся таким разогревом рынка в сторону абхазских товаров, продвижением абхазских брендов. И я думаю, что уже можно с полным основанием сказать, что слова «произведено в Абхазии» стали синонимом достаточно высокого качества и экологической чистоты продукции нашей. В заключение хотел бы пожелать участникам и гостям форума плодотворной работы и наилучших впечатлений от пребывания на абхазской земле. Уважаемые дамы и господа, с вашего позволения хотел бы предложить перейти ко второй части нашего пленарного заседания, подписанию двусторонних соглашений. Подписывается соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия и Союзом Торгово-промышленная палата Ивановской области. С абхазской стороны подписывает президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Гагулья Геннадий Леонидович. С российской стороны подписывает президент Союза Торгово-промышленная палата Ивановской области Иванов Леонид Геннадьевич. Подписывается договор между Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенный перерабатывающий комплекс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Технология» о поставке инертных материалов из Республики Абхазия в Российскую Федерацию. С абхазской стороны подписывает генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенный перерабатывающий комплекс» Чкадуа Ахра Шотаевич. С российской стороны подписывает генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Технология» Тихонов Александр Михайлович. В Абхазии очень много талантливых, интересных, эффективных, конкурентоспособных предпринимателей. Те имена, которые мы услышали сегодня, и те имена, которые мы услышим в следующие годы, я просил бы не судить нас строго. Это первая такая инициатива. Мы уже планируем каждый год проводить такого рода номинации и награждать, отмечать лучших предпринимателей Абхазии такого рода наградами. Сейчас пленарное заседание 8-го Абхазо-Российского делового форума завершилось.